Искусство быть женщиной. А в чем смысл этого выражения? Задумайтесь, друзья. У каждого из нас всплывают разные образы. Пожалуй, самое главное в этом искусстве – это способность сочетать в себе разные роли. Роль мамы, хозяйки, музы, художника, бизнес-леди. В сегодняшнем выпуске я хочу познакомить вас с одной из таких прекрасных женщин – Арзе Патель. Семья у меня достаточно, скажем так, творческая. Я художник. Я люблю очень свой дом. Я очень люблю быт, как ни странно. Но совмещать действительно порой бывает очень-очень сложно. Но, тем не менее, ведь ты не можешь творчество замазать лейкопластырем и все, чтобы оно из тебя не выходило, да, твоя песня души. Я много что перепробовала. Я работала и в парикмахерской очень долго. Я работала мастером, универсалом, скажем так. У меня даже были магазины. То есть я попробовала себя и в этом. Но мне это было интересно. Это же ведь какой-то опыт, правда, жизненный. А сейчас у меня такой период, скажем, неги в семье. У меня появился третий ребенок, и это девочка, и это совсем другие чувства, совсем все по-другому. Сейчас я занята интересным проявлением творческим, опять же. Это куклы, я шью куклы. И, естественно, всплывают какие-то образы, знаете, навеянные, я не знаю, музыкой, может быть, навеянные тем, что где мы живем. И образы совершенно странные. Немножко с юмором, наверное, потому что, знаете как, ведь можно делать несколько коммерческие проекты, допустим, все очень правильных, выверенных форм, там, я не знаю, абсолютно фотографические куклы. Я очень люблю балканскую музыку, и, может быть, это где-то какой-то отклик в этих куклах я вижу, скажем так. И была у меня мечта, которая, наверное, так и осталась мечтой. Лет 15 назад, когда я начала заниматься как раз-таки парикмахерским искусством, мне очень хотелось создать такой женский клуб, который назывался «Ханымлар». Вот просто честно. Который бы включал в себя, конечно же, творческих людей, стилистов, парикмахеров и даже психологов, которые бы могли разобрать кое-какие проблемы женские. И вы знаете, когда я увидела, что вы этим занимаетесь, мне, честно говоря, было очень радостно на душе. Что ведь мысль, она материальна, она, наверное, сформировалась и полетела, и полетела, и полетела. Кто-то смог сделать, а кто-то нет. И мне бы очень хотелось самой, естественно, поучаствовать, скажем так, и увидеть себя со стороны. Хотелось бы эксперимента. Но ведь в наших магазинах на данный момент XS, а татарская женщина, которая печет пироги, Янтаклар, Кобетелер, это же просто фантастический какой-то сценарий. Как же можно сохранить этот, ой, господи, некогда хороший, прекрасный, скромный размер. В наших магазинах найти что-либо, скажем так, очень красивое, но в то же время хорошего размера, 48+, это очень, очень проблемно, я считаю. Поэтому, наверное, было бы интересно себя увидеть в новом образе.
Арзы, ну что, мы примерили 3 варианта, да, 3 образа. В каком из них вы себя чувствуете более органично? Что понравилось? Вы знаете, в принципе, мне понравились абсолютно все образы. Очень мне был близок первый образ с курточкой, вот такой своего рода и романтичный, в то же время очень даже эргономичный и удобный. Вот. Второй несколько такой, знаете, ну там, да, хотя плащ сам по себе великолепен совершенно, но его длина несколько меня сковывала, скажем так. Маме с маленьким ребенком очень тяжело будет, например, что-то какие-то, да? Пусть это будет лук для выхода без малыша. Может быть, почему бы и нет. Например, в этом я себя чувствую совершенно комфортно, потому что, наверное, это очень близко мне, потому как, естественно, мне же кажется, что мне еще вот как бы совсем 20-18, ну там пусть чуть-чуть. Вот. И мне совершенно очень удобно, я готова танцевать везде и всюду. Классное состояние. Абсолютно классное, драйвовое. Вам тоже будет в нем удобно. Самое то, самое просто то. Ну а сейчас, Арзы, отправляемся к Владимиру менять вашу прическу. С удовольствием. Владимир, у нас в гостях сегодня потрясающий интересный человек, женщина-художник, да, и, естественно, это отражается на ее внешнем виде, на том, как она выглядит, на том, как она экспериментирует со своим стилем, со своими прическами, да. И вот я бы хотела услышать от Арзы, как она пришла к этой длине, к этому цвету, и хотела бы, чтобы вы рассказали о том, что какие сложности у вас были с уходом за вашими волосами и почему вы стали использовать хну, да? Потому что это такой достаточно спорный, да, краситель. Да, то есть, собственно говоря, про хну знаем мы все очень давно, с древних времен, о том, что хна имеет лечебные особенности, что, собственно, и послужило причиной тому, что, ну, как бы надо было подлечить волосы. То есть традиционным образом у меня не получалось, медицинским, скажем так, после определенных изменений, скажем так, в моем организме, да, произошло нечто, ну, для каждой женщины, наверное, нежелательный эффект. Вот. И, собственно... Волосы выпадали? Выпадали, и причем... Хна помогла вам? Хна помогла. И мне пришлось смириться, потому что, по сути, последний раз я была блондинкой такой. Я поняла. Собственно, а что с длиной? С длиной просто очень все шаловливые, ручки отрезали, волосы сами. Свои шаловливые ручки? Да, естественно. После Нового года очень весело. Я люблю веселиться. Халида, ты знаешь, это достаточно неплохой результат после хны. Единственное, хотелось бы полностью сделать его равномерным, потому что хна не дает такого, да, она дает всегда какие-то пятна, кусочки, здесь рыжий, здесь темный, здесь какие-то более светлые пряди, да. Хотелось бы вывести это более в идеальный оттенок и, конечно, предупредить людей о том, что хна – это достаточно полезный продукт для корней, но никак не для волос, да. Все-таки волосы она травмирует и очень сильно травмирует. Ну что, если мы все готовы, то давайте приступать. Приступим. Чтобы визуально скорректировать форму глаз, используйте темные матовые оттенки в складку века с тенденцией к виску, а шиммерные оттенки на центр века и внутренний угол глаза. Это сделает ваш взгляд более выразительный и свежий. Итак, друзья, мы на финишной прямой. Образ подобран, и мы можем встречать Арзы бурными аплодисментами.
Я скажу, что это просто бомба. Да? Да. Наряд стильный, мне очень нравится. Вообще причесочка у тебя очень красивая и тебе очень идет. Да, мы очень рады видеть тебя воспылавшей, такой яркой и вообще в шоке, если честно. Просто не можем слова связать из-за того, что твоя красота ослепляет нас. Мы С ног очень рады. сшибательно. Да. Ребята, я сегодня несказанно рада. Рада тому, что самые близкие мои люди сегодня со мной и говорят мне прекрасные, красивые слова в такой момент, как правильно заметил мой сын, как птица Феникс, можно и нужно возрождаться, даже из пепла. Я вас очень благодарю и люблю всех, каждого. Саголнас, спасибо. I don't know what to say. Tell me how you feel the same. 'Cause I don't even know your name. I know I want to. I saw you there across the room. Doing things beautiful too. Finally my eyes met you. And you came over. And now I never ever felt feeling like this. And now I'm steady shaking like I'm Elvis. And now I never ever thought the night